Всем привет! Вы на канале Я История. Одежда людей менялась на протяжении всего Средневековья, начиная от простого романского стиля к вычурному и в то же время изысканному готическому. Костюм раннего Средневековья представлял собой смесь элементов римской и варварской кочевнической одежды. В позднем же Средневековье завоеватель-варвар превратился в благородного господина. Рассмотрим же, какую одежду носили мужчины и женщины в мрачную, но по-своему романтичную эпоху Средневековья. Камиза. Камиза представляет собой цельную рубашку. Носили ее равно и мужчины, и женщины на протяжении всего Средневековья. Однако мужская камиза была несколько более короткой, доходя до середины бедра или до колен. Женская камиза доходила до пят. Камизы шили из льняного полотна, из которого делали и простыни. Годился и материал из волокон конопли. Крой камизы оставался достаточно простым и непритязательным. Некоторые дамы пришивали изнутри к камизе полотняные мешочки, предшественники современных бюстгальтеров, которые позволяли зрительно увеличить маленькую от природы грудь, закладывая внутрь дополнительные слои материи или подушечки. Котта. Мужская котта представляла собой просторную рубаху из шерсти, льна и других материалов, носившуюся поверх камизы. Обычно она доходила до середины бедра. Женская же котта обязательно закрывала ноги. Простой и непритязательный крой котты не претерпел никаких изменений в течение веков. Котта оставалась вне моды, меняться мог лишь материал, из которого ее шили, а также цвет. Мода позднего Средневековья предписывала женскому платью иметь низкий лиф и плотно облегать грудь, поэтому крестьянки, вынужденные одеваться самостоятельно, стали снабжать котту шнуровкой на груди или на боку. Такая котта также могла называться корсетом. Бре. Бре предшествовали современным кальсонам или трусам. Изначально бре имели вид широких штанов, длина которых доходила до середины икры ноги. Длина бре постепенно уменьшалась, и их вид к XV веку сильно видоизменился. Они стали напоминать современные купальные трусы. Впрочем, длина эта продолжала несколько варьироваться в зависимости от особенностей климата, времени года и сословной принадлежности их хозяина. Основным материалом для изготовления бре был лен. Встречались, однако, и шерстяные, и хлопчатобумажные бре. Знать могла позволить себе и шелковое нижнее белье. Шоссы. Поверх бре надевали другие штаны – шоссы. Шоссы представляют некий переходный вариант между бельем и частью костюма. Изначально это были носившиеся в обтяжку на ноге узкие чулки, которые натягивались отдельно на каждую ногу и прикреплявшиеся завязками к поясу бре. С XIV века их стали сшивать вместе, как колготы, и они превратились из чулок в штаны. В это же время в моде были длинные и острые концы шосс, выдававшиеся далеко вперед. Для сохранения формы их набивали шерстяными очесами. В качестве материала для шосс мог использоваться лен, шерсть или даже шелк. Жипон или дуплет. Слово «жипон» означает воинский нижний камзол или поддоспешник, надевавшийся непосредственно на камизу. Жипон появился в XI веке и представлял собой плотно прилегавший к телу стеганый камзол или куртку. В XIV веке жипон мог использоваться вместо доспеха для пешего войска, так как достаточно хорошо защищал тело от рубящего или колющего удара. В это же время жипон стал частью гражданской одежды. В своей гражданской разновидности жипон или дуплет имел вид жилета. Наличие или отсутствие рукавов определялось исключительно вкусом владельца. Шился жипон всегда из 2 или более слоев плотной материи. Это могла быть бумазея, хлопок, шерсть.
Пурпуэн. К середине 14 века кот сменил пурпуэн – короткая куртка с узкими рукавами. Вначале пурпуэн носили рыцари под латами, но затем он стал верхней одеждой. Его носили и знать, и простолюдины. Богатые щеголи носили пурпуэн с декоративными рукавами, свисающими до самого пола, в отличие от жипона, который мог выступать в качестве верхнего платья. Пурпуэн в большинстве случаев прятался под мантией или чем-либо иным, оказываясь снаружи исключительно в том случае, если предполагалось выполнение пачкающей работы. Материалом для пурпуэнов чаще всего выступала шерсть, полотно или замша, но известны и более дорогие модели из плотного шелка, сатина, бархата и даже парчи. К концу 17 века пурпуэн вышел из моды. Верхняя одежда – катарди. Катарди можно дословно перевести как куртка, смелого или даже дерзкого покроя. Порой эту разновидность мужского камзола называли котой, порой усиливая путаницу – жипоном. Это первое из плотно сидящих на теле одеяний возникло в начале 14 века. Катарди представлял собой камзол длиной до середины бедра, сшивавшийся из 4 частей – 2 задних половинок и 2 передних. Для того, чтобы катарди плотно сидел на теле, подчеркивая каждую его линию, сверху вниз шел длинный ряд пуговиц. В женском варианте катарди представлял собой длинное платье с низким вырезанным лифом. Верхняя часть катарди должна была вплоть до талии очень плотно охватывать фигуру. Для этого ее снабжали одновременно шнуровкой на спине и рядом пуговиц на груди. Сюрко или сюркотта. О сюрко известно, что этот тип одежды появился в XI веке и представлял собой изначально верхнюю рубаху, носившуюся поверх воинских лат. В гражданском варианте мужская сюрко или сюркотта превратилась в широкую и плотную верхнюю рубаху, доходившую до середины икры или до лодыжек. Сюркотту чаще всего снабжали длинным рукавом. Женский сюрко представлял собой верхнее платье, как правило без рукавов и не имевшее пояса, с глубокими вырезами на боках, доходившими до середины бедра. Упелланд. В XIV веке возникает верхняя одежда – упелланд. Упелланд представляет из себя длинное широкое одеяние, доходящее до пола и имевшее широкие треугольные рукава. Воротник упелланда высокий, стоячий, порой приобретал гротескную форму, доходя до подбородка и до ушей. Знатные дамы в торжественных случаях облачались в женский упелланд. Формой своей женский упелланд мало отличался от мужского. Единственным значимым отличием было, по-видимому, то, что женский упелланд никогда не имел разрезов ни впереди, ни по бокам. Упелланд мог изготавливаться из шерсти, атласа, бархата, шелка. Хук, пальто, мантия. Хук – накидка, отороченная мехом. В XIII веке был частью женского костюма, в XIV-XV веках – мужского. Хук изначально представлял собой прямоугольное полотно с отверстием для головы, без пуговиц или застежек. Половина его закрывала спину, вторая половина спускалась вперед. Длина хука обычно была до половины бедра. Около 1436 года в моду стала постепенно входить иная разновидность круглого плаща, также итальянское по происхождению. Это пальто, или точнее палетта, около 1447 года окончательно вытеснившая хук. И наконец мантия или плащ стала особенно популярной начиная с последней четверти XIV века. Этот полукруглый кусок ткани без рукавов носился поверх прочей одежды, будучи незаменимым в дороге или военном походе, или попросту защищал от холода и дождя. При необходимости плащ дополнительно снабжался широким капюшоном и теплой подкладкой. На этом все. Спасибо за поддержку видео. Переходите в комментарии и напишите, что бы вы хотели увидеть в следующем выпуске. Всем спасибо!